Добрый день, уважаемые гости и участники торжественного собрания. Якутск – это уникальный современный город, построенный на вечной мерзлоте и развивающийся благодаря трудолюбивым жителям, чья жизнь является примером для подрастающего поколения. Сегодня мы отмечаем день рождения любимого города Якутска. Позвольте начать торжественное собрание общественности, посвященное 389-летию со дня основания столицы Республики Саха-Якутия, города Якутска. Слово для поздравления предоставляется председателю Государственного собрания Иль-Тюмен Республики Саха-Якутия Алексею Ильичу Еремееву. Республики Саха-Якутия, местом, где для многих якутян это место студенческой жизни, школьной жизни, где мы создавали семьи, где мы живем по сегодняшний день, где у нас родились дети, внуки, и где у нас складывается почти треть населения Республики Саха-Якутия трудовая деятельность. В далеком 1632 году на месте современного Намского улуса, в местности сейчас наследие второй Помустах, Старопомуставский наследие,
но получилось таким образом, что наша великая река Лена дала другое предназначение городу Якутску, и этот Ленский остров был подвергнут наводнению, и впоследствии город Якутск был основан на современной территории, где мы сейчас живем. С этих времен Якутск становится центром всего северо-востока нашей страны. Отсюда осваивается Дальний Восток, Аляска. И вместе с городом Якутском народ Саха дал огромную помощь русскому народу, российскому государству, для того, чтобы она имела сегодняшние географические очертания, для того, чтобы она имела, впоследствии стала Великой Российской империей, потом Союзом Советских Социалистических Республик и ныне Российской Федерации. И, в конце концов, как говорят историки, Великой Евразийской державы. И Якутск, конечно, безусловно, сыграл в этом огромную свою роль. Отсюда осваивались не только те города, которые были заложены на территории современной Якутии, но отсюда закладывались те экспедиции, которые впоследствии были заложены города на всей территории Дальнего Востока. Некоторые историки сейчас говорят, что 1 200 000 с лишним лошадей дал якутский народ для освоения этой огромной территории. При этом была историческая миссия якутского народа. Когда мы говорим всегда о том, что добровольное вхождение Якутии в состав российского государства именно подразумевалось стратегией. Именно Якутия помогала осваивать все эти огромные территории на всем этом огромном пространстве. В этом, конечно же, была огромная заслуга нашего города Якутска. Впоследствии мы все знаем историю, что в 1822 году он становится центром областным Якутской области в составе Иркутской губернии. Придается новый импульс для развития нашего города. А когда в 1922 году наш великий Максим Кириллович Амосов со своими соратниками добился того, чтобы у нас состоялась Якутская автономная Советская Социалистическая Республика, конечно же, безусловно, Якутск стал центром уже нашей новой республики. С этих времен этот республиканский центр Якутская АСР, он развивался на наших глазах. Сначала он был, конечно, деревянным, появлялись первые каменные дома, первые бетонные асфальтированные дороги, первые красивые улицы, первое освещение, первое благоустройство. Но как город в современном таком облике он, конечно же, получил свое развитие после войны. После войны мы знаем, что появился проспект Ленина, центральные улицы города Якутска. У нас появился водозабор, у нас появился водоканал, у нас появились во множестве благоустроенные квартиры. Но, тем не менее, мы знаем, что до недавнего совсем времени Якутск в большинстве своем это был все-таки такой провинциальный город с деревянными постройками, с не очень невзрачными улицами. И вот только когда в 1990 году республика получила новые права, и мы стали обладателями каких-то прав, когда сложилась новая Российская Федерация и действительно федеративное устройство, которое закреплялось не в той Конституции РСФСР, но и закрепилось в 1992 году, когда наш первый президент Михаил Ефимович Николаев подписал федеративный договор 31 марта 1992 года, когда в 1992 году наша республика подписала договор о разграничении государственной собственности между Российской Федерацией и Республикой Саха-Якутия, и мы получили определенные права и полномочия, конечно же, республика стала развиваться совершенно по-другому, а вместе с тем стал развиваться и город Якутск. У нас появляются новые кварталы, у нас расширяются улицы и так далее. И мы, в конце концов, получили то, что имеем на сегодняшний день. Буквально недавно, 8 сентября, глава республики Алексей Сергеевич Николаев подписал указ
о социально-экономическом развитии города Якутска. И на этой неделе он в Государственное собрание внес закон в новой редакции о статусе столицы Республики Саха-Якутия. Мы его получили. В первом чтении Государственное собрание будет рассматривать 20-21 октября текущего года. Соответствующие комитеты уже приступили над этой работой. Речь идет в этом новой редакции этого закона о том, что будут приданы новые полномочия муниципального образования городского округа города Якутск, для того, чтобы они более эффективно управляли столичными функциями. На основании этого закона должны появиться подзаконные акты исполнительных органов Республики Саха-Якутия, где должны быть четко более регламентированы и установлен порядок передачи как и дополнительных полномочий, во-первых, так и финансового обеспечения этих полномочий. Я знаю, что город Якутск ставил эти вопросы давно, и ставил эти вопросы в том числе и в финансовом плане. Ежегодно при формировании государственного бюджета Республики Саха-Якутия ваши народные депутаты, которые представляют город Якутск, а их насчитывается в нашем собрании более 20 человек, очень остро ставят эти вопросы. Именно столичных функций города Якутска, а в связи с этими финансового наполнения столичных функций. Речь идет о сотнях миллионов рублей, а по некоторым подсчетам того же Федорова Виктора Николаевича речь идет даже о 1 200 000 000 рублей. Но республика у нас большая, нам нужно развиваться повсеместно и в сельской местности, и в городах, и в промышленных районах. Тем не менее, конечно же, руководство республики город Якутск останется в приоритете, и мы сделаем все возможное, чтобы этот закон у нас не остался как декларацией о праве и намерениях, а действительно работал для блага жителей, для всех горожан нас, и для того, чтобы республика действенно помогала в развитии нашего любимого города Якутска. Я призываю всех вас, сидящих за этим столом, за этими креслами, мэра города Якутска, нашего Евгения Николаевича, человека очень энергичного, молодого, перспективного, представительный орган муниципального образования города Якутск, всемирно подключиться к этой работе и всем вместе нам принять такие решения для того, чтобы жители города Якутска ощущали это на себе. У нас появлялись новые школы, новые учреждения здравоохранения. Вот у нас продолжалась очень хорошо начатая работа в этом году по благоустройству дворовых территорий, чтобы мы не снижали темпы по асфальтированию наших улиц, которые был взят в этом году, 50 километров ежегодно, чтобы у нас было. Чтобы от города Якутска те республиканские дороги в сторону Нарского улуса, Хангаласского улуса, они получили новый облик. Чтобы те микрорайоны, которые мы раздали людям и до сих пор не обеспечены инженерными коммуникациями, наконец-то получили свое логическое завершение. Чтобы домов с печным отоплением в городе Якутске у нас стало меньше, потому что этот вопрос стоит тоже очень остро. И вопрос газификации, в том числе и города Якутска, стоит у нас очень остро. Чтобы, в конце концов, наши школы, где я на примере собственных детей знаю, какая у них проблема, так скажем, с достойным обеспечением их классами, мы ее сняли благодаря той программе, которую сейчас республика пытается и осуществляет с Министерством просвещения Российской Федерации с помощью Внешэкономбанка. А вы знаете, что республика подала заявку на строительство, и на строительство новых, и на строительство пристроек 12 школ в городе Якутске. Чтобы это у нас осуществилось. Дай Бог всему этому. И я еще раз поздравляю всех вас с Днем города Якутска. Давайте мы подготовимся прежде всего очень тщательно к столетию нашей республики в следующем году, чтобы пандемия нас в конце концов поставила, и мы достойно, очень хорошо, широко отметили
столетия нашей республики. Ну и начали готовиться к большой дате в 1932 году, к 400-летию вхождения Якутии в состав российского государства и 400-летию нашего любимого города Якутска. А для этого нам всем нужно жизнь. С этими словами разрешите мне вручить приветственный адрес Евгению Николаевичу и муниципального образования города Якутск от имени главы Республики Саха-Якутия Арсения Сергеевича Николаева, который сам здесь работал мэром города Якутска и по-наслышке знает все эти вопросы. Мира вам, благополучия, добра и здоровья и всего-всего самого хорошего всем сидящим здесь, вашим близким и всем нашим горожанам. Указ главы Республики Саха-Якутия за вклад в укрепление государственности, социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд знаком отличия Республики Саха-Якутия «Гражданская доблесть» наградить Антонову Светлану Декабриновну, начальника управления муниципальных закупок окружной администрации города Якутска. Знаком отличия «Гражданская доблесть» наградить Бонарь Галину Михайловну, директора муниципального казенного учреждения расчетно-биллинговый центр городского округа город Якутск. Знаком отличия «Гражданская доблесть» наградить Семенову Светлану Афанасьевну, ведущего специалиста Управа Центрального округа муниципального казенного учреждения городского округа город Якутск. Знаком отличия «Гражданская доблесть» наградить Ощепкова Платона Петровича, ветерана труда, заслуженного работника Народного хозяйства Республики Саха-Якутия, почетного гражданина Ленского района. Глава Республики Саха-Якутия Айсен Николаев. Распоряжение председателя Государственного собрания Иль-Тюмен Республики Саха-Якутия за вклад в развитие законодательства, парламентаризма и межпарламентских связей в Республике Саха-Якутия нагрудным знаком за вклад в развитие парламентаризма в Республике Саха-Якутия наградить Васильева Николая Николаевича, депутата Якутской городской думы 4 созывов, председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению, законности и регламенту, главного врача Государственного бюджетного учреждения Республики Саха-Якутия, Якутская республиканская клиническая больница. Распоряжение председателя Государственного собрания Иль-Тюмен Республики Саха-Якутия за плодотворную работу в социально-экономической сфере Республики Саха-Якутия объявить благодарность председателя Государственного собрания Иль-Тюмен Республики Саха-Якутия Степанову Илье Петровичу,
начальнику отдела по работе с юридическими лицами, финансовому оздоровлению и ликвидации муниципального казенного учреждения Агентства по управлению муниципальным имуществом городского округа город Якутск. Председатель Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия Алексей Еремеев. Слово для поздравления предоставляется главе городского округа город Якутск Евгению Николаевичу Григорьеву. Добрый день, уважаемые гости, Алексей Ильич, Альберт Никандрович, почетные граждане города Якутска, депутаты, приглашенные. Мне очень радостно сегодня с вами разделять этот праздник. У нас наш город, наш любимый город сегодня справляет день рождения. Есть хорошее настроение, есть отличные планы и результаты, которые можно сегодня уже считать отличными показателями. В городе активно ведутся и реализовываются национальные проекты. В этом году, как сказал Алексей Ильич, рекордные 50 километров дорог мы ремонтируем. Этот вызов был нами принят. Мы сегодня уже имеем более 80% исполнения по этим показателям. В городе активно реализуются программы по переселению из ветхого аварийного жилья. Строятся школы, детские сады, больницы. В канун дня рождения нашего города для нас, для всех был сделан отличный подарок. Глава республики Илдархан Алексей Сергеевич Николаев подписал указ о социально-экономическом развитии нашего города. Перед нами ставится захватывающая задача. С нами формирована миссия города Якутска. Сегодня каждый из нас изо дня в день принимает участие в большой игре. Наша задача к 400-летию нашего города сделать наш город лучшим городом в мире в условиях вечной мерзлоты. Наш город имеет право на это быть. Он имеет крепкие исторические корни. Наш город является форпостом освоения всего Дальнего Востока, Севера и Аляски. Мы имеем крепкие корни, историю и твердо смотрим в наше будущее. Хотелось бы отдельно отметить людей, которые этим летом принимали участие в тушении лесных пожаров. Наш город принял активное участие в этой работе не только на территории города Якутска, но и по всей республике. Сотни предприятий, организаций, предпринимателей приняли участие, потратили свое время, здоровье многие, отдали вклады материальными ценностями. За это вам большое спасибо. Сегодня также будут отмечены люди чествованы. Я хочу выразить вам большую благодарность за то, что благодаря вашему вкладу наш город развивается, и ваше имя сегодня будет вписано в историю развития нашего города. Наш город ценится тем, что вклад людей, наши желания, устремления к лучшей жизни развивают наш город вопреки. Мы сегодня и так являемся уже самым большим городом в условиях вечной мерзлоты и будем дальше развиваться все вместе. Консолидация, объединение. Сегодня у нас есть отличная миссия. Давайте объединяться и изо дня в день делать наш общий дом лучше, делать наш дом лучшим городом в мире в условиях вечной мерзлоты. Хочу пожелать каждому из вас здоровья, благополучия. Пусть в ваших семьях царит счастье и любовь. С праздником, друзья! Уруй Айхал! Распоряжение окружной администрации города Якутска. За вклад в социально-экономическое развитие столицы Республики Саха-Якутия города Якутска, многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня города почетной грамотой главы городского округа город Якутск с вручением серебряного знака наградить Кузьмина Юрия Геннадьевича, руководителя Государственного казенного учреждения Республики Саха-Якутия «Якутское лесничество».
почетной грамотой главы городского округа город Якутск с вручением серебряного знака наградить Максимову Екатерину Иннокентьевну, специалиста-эксперта отдела работы с имуществом со специальными режимами обращения, контроля и обеспечения деятельности территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Саха-Якутия. Глава городского округа город Якутск Евгений Григорьев. Слово для поздравления предоставляется председателю Якутской городской думы Альберту Никандровичу Семенову. Жоллар Якутска курат жығынманы олықтауқтара бұнна үпік өджіттар Уаставаллах Алексеевич, Уаставаллах Евгений Николаевич Егені барғытын Якутска курат думатын ұнатуз бәйім аппыттан бір самай таптыр онна үйірләк бұрағын тұтынан едергісінік кейін курат күнінен әғаділін. Дорогие горожане, уважаемые участники торжественного собрания, позвольте мне от имени Якутской городской думы от себя лично поздравить всех вас с одним из самых любимых и радостных нами праздников – с Днем города. Желаю, сегодня мы отмечаем 389-летие нашего любимого родного города. В следующем году, как вы знаете, у нас будет тройная юбилейная дата столетия нашей республики, 390-летия Якутска и 200-летия Якутской городской думы. На протяжении почти 4 столетий с маленького острога на левом берегу реки Лена наш город динамично развивался и расширялся. И в этом большой вклад внесли и его жители, представители нескольких поколений строителей, архитекторов, работников ЖКХ, энергетики и других отраслей нашей экономики. Этот год у нас проходит под эгидой трехлетия благоустройства. Мы ставим новые амбициозные цели, чтобы наша столица стала примером комфортного, красивого и современного города. А наша республика самым динамично развивающимся регионом нашей страны. Якутск должен стать по-настоящему дружелюбным городом для всех якутян, комфортным, красивым и должен стать центром притяжения всех инициативных людей. Понимая особую роль города и его жителей, главой Республики Саха-Якутия 8 сентября этого года на сессии Якутской городской думы был подписан указ о развитии нашей столицы до 2032 года. Как обозначил Василий Николаев в своем выступлении, к своему 400-летию столица нашей республики должна полностью преобразиться, стать лучшим в мире городом, построенным на вечной мерзлоте. В ближайшие годы Якутск избавится от многоквартирных деревянных домов, обустроится и будет расширяться. Также особое внимание будет уделяться окраинам города, где на месте заброшенных промышленных зон появятся скверы, зоны отдыха. В шаговой доступности откроются новые детские сады и школы, поликлиники, будут создаваться все условия для комфортной жизни. В этот праздничный день хочу сказать огромное спасибо всем, кто своим ежедневным трудом вносит вклад в развитие и благоустройство нашего любимого родного города Якутска. В качестве признания выдающихся заслуг и поощрения личной деятельности, направленной на пользу города, обеспечения его благополучия и процветания, сегодня на торжественном собрании общественности мы будем присуждать звание «Почетный гражданин города Якутска». Как вы знаете, у нас прошла сессия Якутской городской думы, и единогласным решением наших депутатов 2 гражданина
нашего города удостоились этого самого высокого звания нашего города. В день нашего любимого города Якутска желаю каждому жителю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, бодрости духа, оптимизма, добра и благополучия. С днем рождения, город Якутск! С праздником! Решение Якутской городской думы за вклад в социально-экономическое развитие городского округа город Якутск, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм наградить почетной грамотой и нагрудным знаком городского округа город Якутск Басыгысову Людмилу Геннадьевну, ведущую программы службы информационных программ телевидения филиала Федерального государственного унитарного предприятия Всероссийская телевизионная и радиовещательная компания, Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Саха». Почетной грамотой и нагрудным знаком городского округа город Якутск наградить Аловину Нину Борисовну, главного бухгалтера Якутского авиационного технического училища гражданской авиации, филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. Председатель Якутской городской думы Альберт Семенов. Для вручения награды почетный гражданин города Якутска приглашаются глава городского округа город Якутск Евгений Николаевич Григорьев и председатель Якутской городской думы Альберт Никандрович Семенов. Решением Якутской городской думы за существенный вклад в обеспечение благополучия населения города Якутска, высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд присвоить звание почетный гражданин города Якутска Никодимову Афанасию Васильевичу, судье Верховного суда Республики Саха-Якутия. Присвоить звание почетный гражданин города Якутска Сергееву Петру Григорьевичу, первому заместителю генерального директора акционерного общества «Якутторстрой». Глава городского округа город Якутск Евгений Григорьев, председатель Якутской городской думы Альберт Семенов.
Слово для поздравления предоставляется начальнику цеха слоеных изделий акционерного общества «Якутский хлебокомбинат», отличнику пищевой индустрии Ольге Юрьевне Паршиной. Уважаемый Евгений Николаевич, гости, друзья, сегодня особенный день, день города Якутска, самого крупного города в мире, построенных в условиях вечной мерзлоты. От работников Якутского хлебокомбината, от себя лично хочу поздравить всех жителей, всех присутствующих с этим замечательным днем. И пожелать быть нам всем вместе, быть дружными, быть едиными, чтобы наши помыслы, наши знания, наши умения были направлены на развитие и на процветание нашего любимого города. Чтобы каждый горожанин был счастлив, любим и успешен в своих делах. Всем вам мира, благополучия и здоровья. Все жители нашей прекрасной республики и работники Якутского хлебокомбината поддерживают курс главы нашей республики Николаева Айсена Сергеевича, курс стабильности, динамичного развития, благополучия и процветания нашей республики. И мы уверены, что благодаря принятому Айсеном Сергеевичем плану развития столицы до 2032 года по-настоящему сделает наш город красивым, цветущим и комфортным. Мы готовы работать и вместе с вами добиваться поставленных целей во имя процветания нашей столицы и нашей республики. Уважаемый Евгений Николаевич, я прошу вас принять в дар от работников Якутского хлебокомбината вот этот вот замечательный торт. Какой день рождения без сладкого, без такого замечательного торта? Дорогие друзья, вас поздравляет заслуженная артистка Республики Саха-Якутия Сахая. В добрый солнечный день я от всего сердца поздравляю наш любимый Якутск с днем рождения! Ура! Я хочу сегодня исполнить свою авторскую песню «Счастье тебе, Якутск». Я иду по городу любимому, мне навстречу люди улыбаются, отчего улыбки их счастливые, от того, что здесь они встречаются. Счастье, Якутск, я желаю тебе, мирного неба и солнечных дней, верной любви и удачи в судьбе, звонкого смеха детей.
неповторимая, с дружными сердечными народами. Счастья, Якутск, я желаю тебе, мирного неба и солнечных дней, верной любви и удачи в судьбе, звонкого смеха детей. Счастье, Якутск! Счастье, Якутск, я желаю тебе, мирного неба и солнечных дней, верной любви и удачи в судьбе, звонкого смеха детей. Счастье, Якутск, я желаю тебе, мирного неба и солнечных дней, верной любви и удачи в судьбе, звонкого смеха детей. Счастье, Якутск, я желаю тебе, мирного неба и солнечных дней, звонкого смеха детей. Счастья, Якутск, тебе! С праздником! Сахая! Уважаемые участники торжественного собрания, поздравляем вас с Днем любимого города! Примите пожелания новых достижений на благо ваших семей и нашего общего дома, нашего родного Якутска. Пусть в нем всегда будет благополучие и счастье, радость и успех. На этом торжественное собрание завершается. Приглашаем всех на общее фотографирование.